Здравствуйте, дорогие соотечественники! Сегодня я хотела бы выступить с требованием освобождения наших политзаключенных. Первым у меня в списке будет Кулгалли Анна Ниязов. Кулгалли Анна Ниязов в первый раз был заключен под стражу после антиправительственных акций в Ашхабаде 12 июля 1995 года. В числе других 30 обвиняемых по этому делу он был осужден на 15 лет тюрьмы за организацию антиправительственной демонстрации в Ашхабаде. В первой половине марта 2019 года, незадолго до окончания срока заключения, был дополнительно приговорен к 5 годам колонии и поселения. В соответствии с новым приговором его этапировали в городок Карабугаз, бывший Бекташ, на побережье Каспия. Требуем немедленно освободить. Вторым в списке находится Мансур Мингелов. Мансур Мингелов – этнический белудж из Марызского вилаята. Известен тем, что отстаивал права своих соплеменников в Туркменистане. Мансур провел сбор и затем задокументировал 11 случаев пыток и жестокого обращения в отношении других белуджей в Марызском вилаяте. Разоблачение преступлений туркменских наркополицейских и послужило причиной ареста Мансура Мингелова. За 5 дней было сфабриковано уголовное дело. Суд признал Мингелова виновным в контрабанде наркотиков, изготовлении порнографии и вовлечении несовершеннолетнего в совершении антиобщественных действий и назначил ему наказание в 22 года лишения свободы. Мансур находится в заключении с 2012 года. Требуем немедленно освободить. Третий в списке – Какаджан Халбаев. Какаджан Халбаев, учившийся в Санкт-Петербурге, был арестован вскоре после возвращения на родину в Туркменистан в конце 2017 года и приговорен к 15 годам лишения свободы. Халбаев был задержан полицией 15 февраля 2018 года в Ашхабаде, где он якобы находился по неизвестным причинам. Халбаев был обвинен в заговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, призывах к насильственному изменению конституционного строя, совершенных организованной группой или с использованием СМИ, возбуждении религиозной вражды, совершенным организованной группой, организации и участии в преступном сообществе. Изначально в деле фигурировали и более тяжкие обвинения, предусматривающие до 25 лет лишения свободы. Но в итоге это обвинение решили не предъявлять, и студентов осудили на 15 лет. Требуем немедленно освободить. Четвертый в списке Вепа Мятякубов. 17 февраля суд Булдумсасского района Ташауской области осудил 21-летнего Вепа Мятякубова на 2 года лишения свободы по статье 219, часть 1. Уклонение от призыва на военную службу. Ранее, в 2017 году, молодой человек уже отбывал 2-летнее наказание по такой же статье, сообщает норвежская организация по содействию религиозной свободе Форум 18. Вепа Мятякубов причисляет себя к религиозной организации свидетелей Иеговы. Вероучение содержит полный запрет не только на участие в боевых действиях, вне зависимости от того, носит ли война агрессивный или оборонительный характер, но даже на ношение военной формы.
Требуем предоставить альтернативную службу Родине и немедленно освободить. Требуем немедленно освободить. Дорогие соотечественники, спасибо вам огромное за ваше внимание и до свидания.